В тот момент, когда я писал пост, я не знал, что это может привести к уголовной ответственности. Что за свои действия придется отвечать, Ахмед Бекмузаров понял лишь спустя некоторое время. Причем к ответу могут призвать не только за действия в реальной жизни, но и виртуальной. Публикация в социальной сети ВКонтакте ему может стоить лишения свободы до нескольких лет. В июне 2019 года я разместил публикацию «Призыв экстремизма». Я сожалею и раскаиваюсь, то, что публикацию, разместил публикацию. Надеюсь, что это больше никогда не повторится. Многим кажется, что интернет — это некое отдельное от остального мира пространство, где действуют свои законы и правила. Однако это не совсем так. Законодательство имеет в сети не меньший вес, чем в подлинной реальности. Ответственность по большинству в сети преступлений наступает с 16 лет, а значит, к публикациям нужно осознанно относиться даже в юном возрасте. Честно слово, я не знаю. Может, какое-то упущение может быть, может, какое-то, не знаю, может, со стороны что-то у него. Ну, не могу сказать точно, что привлекло его к этому. А вот обстановку в семье вы говорили, что нельзя делать? Дела говорили всегда. Дела говорили, не доглядели, наверное, скорее всего. Научиться на чужих ошибках у Ахмеда Бекмузарова не получилось. Видимо, не так серьезно относился к советам и уговорам старших. Однако сейчас понял, что свернул на неправильный путь и уже сам призывает других учесть его горький опыт. Сегодня Ахмед в непривычном для себя амплуа лектора. Учащиеся столичного лицея внимательно слушают выступления и пытаются вынести для себя уроки. Вы должны знать, если вы будете поддержаться к терроризму, экстремизму, вы можете привлечены к уголовной ответственности, также административной ответственности. Каждый из вас должен знать, если вы заходите в социальные сети, вы должны знать, что вы там пишете, вы должны осознанно все это делать. Но я больше узнал о том, что нужно меньше доверять людям незнакомым. Если тебя пишут с незнакомого номера, нужно спрашивать, зачем, то есть нужно быть наблюдательным. Также я узнал, что интернет – это такой способ, чтобы вербовать их, и что нужно опасаться этого. Религиозные деятели продолжают неустанно повторять: ислам ничего общего с экстремизмом и террором не имеет, а в качестве доказательства приводят хадисы. Ислам ни в коем случае не приемлет ни экстремизм, ни терроризм, который вытекает из экстремизма, ни проявление крайнего фанатизма, ни в коем случае, так как есть множество аятов, хадиса пророка, алейхиссалату вассалам, которые осуждают проявление любой радикальности. Если взять хотя бы элементарно один хадис пророка, алейхиссалату вассалам, в котором он говорит: «Лейса минна ман даа иля аль-асабия», не из нас тот не является последователем пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, или последователем уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, тот, кто призывает к фанатизму, к радикализму. Это проявление крайности в любом случае. И проявление крайности, в каком бы виде это ни было, это осуждается исламом. Уголовная ответственность за действия в сети интернет грозит тем, кто осознанно или намеренно призывает к экстремизму и терроризму, нарушению границ территории России, ненависти к определенной категории лиц, принадлежащих той или иной национальности, а также публично оскорбляют верующих. Вы можете писать не в чей-то конкретный адрес в интернете, достаточно репоста или даже лайка. Специальные службы мониторят социальные сети, выявляют провоцирующие материалы, отслеживают конкретных пользователей. Об этом должен помнить каждый перед тем, как что-то постить. Муслим Ганиев, Магомед Белакиев, Майрбек Миржоев. Новости 24.